Тем временем талибы готовы к вторжению в Таджикистан. Об этом заявил полевой командир группировки Джамаат Ансар-Улла. Его цитируют ресурсы в социальных сетях. Организация в России запрещена как террористическая. Ее основу составляют боевики таджикского происхождения. Талибы привлекли их на свою сторону в июле этого года. Талибы заявили о готовности вторжения в Таджикистан. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие подробности взбудоражили таджикское правительство. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Талибы заявили о готовности вторжения в Таджикистан. С таким заголовком российские СМИ дают сообщение о том, что глава запрещенной в Таджикистане радикальной группировки Джамаат Ансаруллах Махди Арсалан заявил о готовности вторжения в Таджикистан. Командует боевиками командир Махди Арсалан. Группировка активно вербует как афганцев, так и граждан Таджикистана. Очевидцы ранее уже замечали передвижение талибов вдоль таджикской границы. Сняли на видео колонну джипов с вооруженными людьми, ехавшую вдоль реки Пяндж. Российские издания сообщают, что Махди и его боевики являются таджикскими талибами и контролируют несколько территорий северного Афганистана, которые граничат с Таджикистаном, в частности, с Дарвазским районом Гбао и районом Шамсидин-Шахин Хатлонской области. Джамаат Ансаруллах является отдельной группой из числа таджикских граждан, которая раньше входила в состав исламского движения Узбекистана. Как сообщается, движение было создано в 2010 году бывшим оппозиционным командиром Амредином Табаровым. В ее состав вошли также и другие боевики таджикской оппозиции, которые были не согласны с условиями в рамках национального примирения. Целью движения было свержение правительства Душанбе. Также появились данные, что талибы активно вооружают своих боевиков у границы. За последние 2 недели они получили новые боеприпасы, машины и американское оружие. Разъяснений от руководства талибов в Кабуле пока не поступало. Ранее они неоднократно говорили, что не станут вторгаться в чужие страны и опровергали, что Джамаат Ансарулла сотрудничает с Талибаном. Напомню, что он также в России запрещен. Ансаруллах изначально поддерживала связи с другими радикальными организациями в Афганистане и Пакистане, такими как Исламское движение Узбекистана, Аль-Каида и Талибан. В 2015 году Мулло Амредин был убит афганскими правительственными войсками. После него движение возглавил 25-летний Мухаммад Шарифов, выходец из села Шербигийон Рашской долины Таджикистана, который сейчас известен как Махди Арсалан. За последние 10 лет ряды Ансаруллах пополнились многими молодыми людьми, в связи с чем их назвали новым поколением Ансаруллах. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Со ссылкой на свои источники в погранслужбе сообщается, что Шарифов участвовал в различных боях рядом с талибами. В частности, он представил им около 200 таджикских боевиков и участвовал в натиске талибов в афганском Бадакшане, где были захвачены крупные территории. Здесь они также участвовали в жестоких убийствах афганских военнослужащих. Ансаруллах продолжает активно привлекать в свои ряды новых боевиков. Только весной этого года через территорию Рушана и Шугнана к Бао территорию перешли 9 человек из числа граждан Таджикистана, которые в дальнейшем присоединились к талибам. Между тем, эксперт-религиовед Рустам Азизи сомневается, что Ансаруллах вторгнется сейчас в Таджикистан, так как у них недостаточно ресурсов, а талибы вооружать их пока тоже не будут. На самом деле, то, что пишут разные СМИ, что Ансаруллах является таджикским крылом движения Талибан, это ошибка. У талибов есть таджикское крыло, но это совсем разные группы. Джамаат Ансаруллах на самом деле дал присягу верности ИГИЛ, а с талибами их иногда связывают общие интересы. Конечно, в целом угроза вторжения этой группы для нас существует, но не сейчас. Сейчас они, возможно, будут проявлять попытки, но это скорее будут только перестрелки ради получения инфобонусов. Но вторжение это очень громко сказано, считает эксперт. Это не первая угроза со стороны Афганистана за последнее время. Отношения сегодня между Афганистаном и Таджикистаном находятся в сильном напряжении в связи с многочисленными выступлениями главы страны Эмомали Рахмона против нового афганского правительства из числа талибов. А как вы относитесь к такой новости? И как думаете, насколько реально вторжение боевиков в Таджикистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!